Добрый вечер. На ТНВ новости в субботу. В студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. Встреча на Святой Земле. Тут, по-моему, говорит или преддверие, говорит, или где-то мы в раю уже. С какими ожиданиями приехали и с какими впечатлениями уехали, узнал Дмитрий Аринин. Татарстан встречает своих героев. Я не ожидала, что все так произойдет. Первым пообщался с призерами национального чемпионата WorldSkills Салават Махмадулян. Елки раздора. У тебя есть дом, ты пришел, он сгорел, его нет. Какие ощущения? Самые коварные, плохие. Почему хвойная аллея поссорила соседей? В конфликте разбиралась Альбина Минибаева. Трех моторов без резины. С Казанского автомотошоу. Юлия Знатовина. Масштабно и насыщенно сегодня в древнем городе Болгар прошли торжественные мероприятия Изге Болгаржина, то есть собрание в Святом Болгаре. Именно здесь в 1922 году волжские болгары официально приняли ислам. Сегодня в память об этом событии в древний город съехались более 40 тысяч человек. Обо всех культовых событиях прошлого, настоящего и будущего Дмитрий Аринин. Мурашки по телу идут, это идет, когда вот заходишь туда. С такими ощущениями в Болгар приехала делегация из Ульяновской области. Их село Татарский Сайман когда-то основали именно выходцы из нашего древнего города. И теперь саймановцы каждый год приезжают на родину предков. Душа, ощущение, как будто вот, не знаю, не могу объяснить, так радостно, все хорошо. А это один из самых дальних гостей праздника. Миназим Мифтахудинов приехал из Якутии. Очень рад, что чтят память наших предков. В этом году к паломникам присоединились и участники Казан-саммита. Это благодать, место, где приняли ислам, место, где захоронен сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Всего на торжества съехались более 40 тысяч человек. Форум торжественно открыли. Гостей поприветствовали руководители республики и духовенства. Я хотел бы поблагодарить всех вас за ваше участие в сегодняшнем празднике, пожелать здоровья, мира всем. И с каждым годом мы сюда должны приезжать. Все, что здесь делается, это говорит о силе духа нашего народа. Мы можем без Белдраваза. И поднявшиеся минареты и башни храмов, они в нашей душе и укрепляют мощь, волю и державу многонационального народа Великой России. Также Рустам Миниханов и Ментимир Шаймиев вместе с духовными мусульманскими лидерами России и зарубежья обсудили будущее Болгарской исламской академии. Она должна открыться в сентябре этого года. Это действительно российский государственный проект, который будем развивать всеми силами. Это как бы реализуется мечта. Рустам Нургалевич, мы сейчас поговорили, он говорит, тут, по-моему, говорит, или преддверие, говорит, или где-то мы в раю уже на этом пути. На самом деле, почему? Потому что душа радуется. На этой встрече Рустам Миниханов поручил побыстрее, то есть тоже к сентябрю этого года, завершить работы и в новом гостиничном комплексе. В этом году надо сдать его. Надо сейчас его так держать. Его сейчас отделку надо завершить и уже в пусконаладочном режиме обживать. А благоустройстве эти вещи там добьем. Также в Болгаре через 2 года должна появиться целая музейная улица. Обо всех обычаях этого края будут рассказывать 20 музейных комплексов. И хлеб-соль, доченька, угощай наших гостей дорогих. И, конечно же... По традиции, в 12 часов дня все участники Изге Болгаржины встретились на соборной площади Болгара. Здесь прошел полуденный намаз. После намаза гости праздника остались просто погулять по Святой Земле, предопределивший духовный облик современного Татарстана и всей России. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Болгар. Краснодар, Анапа, Москва, и вот они дома. Татарстан встречает своих призеров. Сегодня в Казань прилетела сборная республики по WorldSkills. Напомним, наши молодые профессионалы стали серебряными призерами в общем зачете национального чемпионата рабочих профессий. Как встречали медалистов, Салават Махмадулин. Татарстан встречает своих призеров. Цветы, плакаты и более 200 человек. До приезда сборной республики по WorldSkills из Краснодара остались считанные минуты. Несколько минут ожидания, и вот они, серебряные призеры WorldSkills.
На лицах улыбки, наконец-то дома, на груди заслуженные тяжелые медали. Нет, на вес это обычные награды, а вот путь к ним оказался нелегким. В соперниках лучшие молодые профессионалы России с 84 регионов страны. Мы целыми днями работали максимально, чтобы достойно представить республику. И вот первое место, вообще не можем в это поверить. И на самом деле эта победа не только наша, но еще многих-многих людей, которые стоят за нами. Я не ожидала, что все так произойдет. На самом деле мы ожидали спокойного приезда домой, все закончилось, мы победили. Можно лечь спать и больше ни о чем не думать. Проигравших сегодня здесь нет. Сборная Татарстана заняла 2-е место в общекомандном зачете. В составе нашей команды 16 победителей и 15 призеров чемпионата WorldSkills. Чемпионат был, потому что я уже работал, был самый сложный. Было очень мало времени и была очень большая работа. И эту работу оценили по достоинству. Впереди только Москва. Но и этому есть объяснение. Где-то не хватило опыта, где-то не хватило мастерства, где-то не хватило, может, немного психологии, но чуть-чуть не хватило. Думаю, Москву не с первого раза, как говорится, берут. Чуть-чуть не хватило и нашим школьникам. Сборная Junior Skills заняла 2-е место в общекомандном зачете. Реванш молодые профессионалы республики надеются дать уже на следующем национальном чемпионате, который пройдет в Казани. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Заблудились в соснах или как 14 елочек стали причиной конфликта всей деревни. Один из жителей села Степановка Буинского района посадил аллею ко Дню Победы. Но вот соседям хвойные не понравились, и они решили их убрать, что называется, под корень. С тех пор на улице споры и разногласия. Альбина Минибаева о том, что иногда за деревьями не видят леса. Почему вы гаражи не убрали? Почему вон ту будку не убрали? Почему за гаражом не проехали, а вам надо акт вандализма совершить? Вокруг елок в деревне Степановка недружный хоровод, а жаркие споры. В четверг эта аллея была перекопана, а деревья вырваны с корнями. Специально свои односельчане совершили и хулиганство, и акт вандализма. Вот это 1, 2, 3, 4, убрать все. Там пусть сажает через 15 сантиметров от елки. Я не против, не против. Елки скопали и убрали, признается сосед Юрий Аверьянов. Это они первыми написали заявление в полицию. Насаждение им перегородили проезд для трактора, а в сельсовете спор разрешили не в пользу хвойных. Решение вышло, и все, мы пересадили эти елочки. На основании этого решения, до решения у меня на руках не было, я ничего не делал. Потому что я говорю же, я законопослушный гражданин. У соседа опять же свое мнение, ведь елки, говорит, сажал, чтобы облагородить родное село, чтобы отстоять хвойные, которые он сам выращивает. Валерий теперь перекопал закон о муниципальной собственности и нашел нужные для себя аргументы. Там нигде не написано, чтобы жители, живущие на одной улице, могли проезжать через другую улицу, и для этого им надо держать проход. Очистить территорию, убрать доски и сделать с этой стороны заезд для техники. Такое предложение было от инициатора аллеи. Но соседи снова не сошлись во мнении. И крайними опять же остались елочки. Сделали в одном месте, а не ворота. А почему они должны здесь сделать? Потому что Валерий Ювенарьевич, он, как сказал, до самого конца буду делать эту аллею, а там же тоже въезд в огород. Глава сельского поселения ссылается на закон о территории общего пользования. Инициатор аллеи на сходе граждан посадку хвойных не обсуждал. Приезжал в село и инспектор Минэкологии. Он тут развел руками. Его нету, значит, экологической части медали. Здесь объект общего пользования, на объекте общего пользования. Значит, глава сельского поселения, вот я ему путь указал. Вы за кого? Ой, ну не... И пока одни соседи стараются не запутаться в хвойном конфликте, другие, хоть и с трудом, выбирают определенную сторону. Наверное, их можно было посадить, чтобы он проезд не загораживал. Зачем так делать людям-то? Кто же в итоге навредил, должно решить руководство Буинского района. Глава поселения и Валерий планируют уже к ним обратиться за ответом. Пока же инициатор аллеи пытается восстановить елки, но простоят ли они до зимы, никто так и не решил. Альбина Минибаева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Буинский район. Мегафон пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам. Об этом сообщил генеральный директор компании. Технический сбой на нашем оборудовании, повлиявший на работу ряда услуг, устранен, сообщает он. Абоненты пользуются всеми услугами в обычном режиме. Еще раз приношу искренние извинения за доставленные неудобства. Напомним, накануне сотовый оператор объявил о сбоях связи. В объективе ТНВ «Большая семья». Проект под таким названием стартовал на нашем канале в понедельник, в День семьи. Мы уже рассказывали зрителям о татарстанцах, которые воспитывают по 8-10 детей.
А ведь сейчас многодетной семьей принято считать даже ту, где 3 малышей. А уж если их 10, то родители настоящие рекордсмены. А что если детей 69? Оказалось, бывает и такое. Мы расскажем вам о самых многодетных парах за всю историю человечества. Эта семья, которая жила в 18 веке, официально признана самой многодетной в мире. Шуйский крестьянин Федор Васильев со своей супругой вырастили 69 детей. Женщина, чье имя в архивах не сохранилось, рожала 27 раз в течение 40 лет. По самым скромным подсчетам, прямо сейчас на Земле 70 тысяч потомков Васильева. Семья включена в Книгу рекордов Гиннесса. Кстати, о Гиннессе. Ирландский пивовар Артур Гиннесс, имя которого носит Книга рекордов и крупнейшая марка пенного напитка, сам многодетный отец. В его семье был 21 ребенок. После смерти Артура Гиннесса в начале 19 века 3 его сыновей унаследовали семейный бизнес, который до сих пор на плаву. К 50 годам 53 ребенка. В 15 веке Барбара Страцман из Германии за свою жизнь родила 29 раз. Причем близнецы и тройняшки только цветочки. В одни из родов количество младенцев дошло даже до 7. А вот эта женщина из Англии, наоборот, всего раз родила близнецов. При этом всего у Элизабет Гринхилл было 39 детей. Свои 38-е роды многодетная мать пережила в 54 года. Из 17 века в современную Россию. Самая многодетная семья страны сейчас живет в Воронежской глубинке. У Елены Александра Шишкиных 20 детей, 11 дочек и 9 сыновей. Когда-то врачи сказали молодой семье, что детей у них может не быть вовсе из-за разных резус-факторов. А в итоге Шишкины попали в Книгу рекордов России. У многодетных родителей уже больше 20 внуков, и живут они всегда в ожидании чуда. Но мы говорим, что многодетная семья – это радость. Мы живем детьми. Сейчас живем внуками. Африканское меню, мастер-класс по приготовлению стейков и тайское мороженое. Сегодня все это увидеть и попробовать можно было на грандиозном фестивале еды. Open Food Market развернулся в одном из парков города. Как казанцы поедали блэк-бургеры на Черном озере. Наш репортаж. И хлеб, и зрелище, шипение на сковородке под приятную музыку и комментарии шеф-повара. Это мастер-класс и дегустация стейков к своим павильонам заманивают ароматами. Блинчики взяли вот с семгой, очень довольны, очень понравилось. Намного интереснее, чем просто прийти там в одно кафе или в ресторан. Африканскую еду попробовали, сосиски попробовали. Прекрасная возможность пообедать вне дома. Жуют, перекусывают, поедают, уплетают, уминают. Семьями, парами, в одиночку. Вот это здоровое питание? Это не здоровое питание, это вкусное питание. Самое здоровое питание – это морсы. Морсы, которые не подвергались кипячению. Open Food Market развернулся на Черном озере. Парк утонул в гастрономии. Маловато мест, где есть мясо, и к ним слишком большие очереди. Формат для Казани полезный. Здесь вообще из Москвы переехал. Здесь с едой уличной есть определенные проблемы по сравнению с Москвой. Здорово для детей, для молодежи. Кому мясо, кому десерты, кому бургеры и даже такое модное сегодня ПП. Меню фудмаркета сбалансированное, приправлено футбольным шоу и ярмаркой подделок. Вы можете попробовать новый вариант пиццы. Это итальянская, такая старый вариант пиццы. Можно попробовать вегетарианскую и веганскую еду. Можно поесть что-то очень плотное, например, плов, либо что-то очень легкое. У нас есть отдельное предложение для тех, кто сидит на диете. Мы делаем мороженое из свежих фруктов. Open Food Market ждет гостей завтра. Главное требование – приходить голодным. Альбина Слугараева, Андрей Центальцев, ТНВ «Казань». Казанский дрифт, реактивные двигатели из металлолома и сотни мотоциклов. В масштабном шоу в Казани открылся новый мотосезон. Мастерство езды продемонстрировали байкеры, дрифтеры и даже гонщики-изобретатели на самодельном транспорте. Экстрим на колесах испытала Элина Зинатуллина. Рев моторов, визг резины. Казанский дрифт оказался не хуже токийского. Антон Бардин самостоятельно занимается этим больше 5 лет. Зимой готовит машину, летом тренируется. Правый руль на его Ниссане, кстати, вовсе не помеха. Дрифт у нас из Японии, и так получилось, что наиболее подходящий автомобиль для дрифта. Он, к тому же, еще и красивый. Пока одни дрифтуют на японских красавицах, другие обкатывают самодельный транспорт. Из металлолома со свалок Алексей Ильдутов собрал унимото с реактивным двигателем. Изобретателю даже дали прозвище «Романтик». Ну, потому что я навеян всем вот этими ракетами, самолетами, реактивная тяга, там, несешься вдаль, в пыли,
с грохотом. Весь день уникальные машины, конкурсы и экстремальные выступления автомобилей, байков и квадроциклов. Не только посмотреть, но и почувствовать. Весь экстрим сегодняшнего шоу мы решили проверить на себе. А для них экстрим – часть жизни. Сегодняшним шоу казанские байкеры дали старт мотосезону. Виктор Николаев на открытии с семьей и, конечно, со своим Харлеем. 3 года назад пересел со спортивного байка на весомую классику. Спортивные мотоциклы, они больше провоцируют превышать скорость. А когда у тебя семья, все-таки хочется поспокойнее ездить и быть в целости и сохранности. Малышам кататься пока нельзя, но мотоциклом они уже активно интересуются. Ведь байкеры и папа, и дедушка. Когда вырасту, тоже начну кататься. Сотни мотоциклов сегодня начищены до блеска, приправлены новыми запчастями и полностью готовы к сезону. Зимой байкерам тоже есть чем заняться. Этот мотоцикл пригнан мною в феврале месяце. То есть я долго-долго ждал, чтобы уже с ним открыть сезон. Скучать байкерам теперь не придется. Впереди как минимум 4 месяца нового мотосезона. Елена Знатульна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Завтра стартует Казанский марафон. В забеге примут участие более 9 тысяч участников. Начнется он в 8 утра и продлится до 4 часов дня. Принять участие может каждый, зарегистрировавшись на сайте kazanmarathon.org. В этом году вместе с казанцами 3 километра преодолеет и певица Нюша. Каждый год по традиции в марафоне участвует и Рустам Минниханов, а также победители прошлых лет. Победители получат кубки в форме тюбетейки. В этом году Казанский марафон участвует в проекте «Забег.рф». В рамках этого проекта будет определена беговая столица России. Мы стартуем в этом году с нашей центральной площади, с ярмарочной площади. Соответственно, это будет финальная тоже точка финиша. У нас будет 3 километра, значит 10 километров, половинка и полный марафон. Мы формируем все эти мероприятия не только для обычных граждан, но и в том числе для граждан с некими ограниченными возможностями. Это тоже для нас большой вызов, это для нас большая честь, что мы тоже этот отклик находим, и постоянно ребята приезжают, приходят. Все самое интересное за неделю в нашей традиционной субботней рубрике «В сети» Арман Костанян расскажет нам самые обсуждаемые новости интернета. Всем привет! Вечер субботы, а значит сейчас мы будем смотреть забавные видеоролики и обсуждать новости интернета. Поехали! Видео разрывает казанские соцсети. В одну из местных аптек пришла какая-то шаманка. Пришла, чтобы купить мазь, но покупала она ее не одна, а со своим другом – маятником. Есть причина. Я очистила от всех этих. От вас и от меня. Очистила лекарство. Угу, интересно. То есть при покупке каждого лекарства она так будет делать. А если бы там была пачка таблеток, то над каждой таблеткой будет маятником крутить, что ли? Но это еще цветочки. Ладно, она почистила лекарство, потом же она еще проверяет его. Маятник, скажи, ацикловир, эта мазь, соответствует составу? Нет, другую, да? Другую, да. Давайте другую. Пользователи удивляются спокойствию фармацевта. Просто, мне кажется, они там не одну мазь так проверили через суперсканер нашей шаманки. Также большую популярность сейчас в интернете набирает видео, где мама пытается указать дочке на ее ошибку в математической задачке. Но девочка, так скажем, не догоняет. Внимательно читай вопрос задачи. Вопрос. Сколько грибов в 3-м бочонке? Ответ читай, который ты написал. В 3-м бочонке 24 огурца. Все нормально, да? А вы заметили ошибку? Ладно, скажу. Вопрос звучит так. Сколько грибов в 3-м бочонке? А девочка отвечает. В 3-м бочонке 24 огурца. То есть в вопросе грибы, а в ответе огурцы. Друзья, здесь явно что-то не так. Нет, мама очень эмоциональная. Ничего тебя не смущает? Ничего тебя не смущает? Что тут может смущать-то? Валера, сколько у тебя грибов? У меня 24 огурца. То есть у девочки в голове сейчас такой диалог. Но она чуть ли не разрыдалась, когда поняла свою ошибку. Ну не буду же я писать 24 огурца, гриб 24. Самое главное, что девочка все поняла и все хорошо.
Уже по всей мировой паутине гуляет видео, как во время новостей в студию телеканала «Мир» ворвалась собака. Проголосовать за снос включенного в программу реновации дома. У меня тут собака. Причем ведущая не растерялась и попыталась продолжить вести новости. Артем Васнев расскажет подробнее, что у меня делает собака в студии, ребят. Я вообще кошатница. Я кошатница, я люблю кошек. Я кошатница, говорит, что я кошатница, но обнимает собаку. Причем самое непонятное, что никто из сотрудников не убрал собаку из студии. Именно поэтому пользователи в комментариях говорят, что это подстава. Просто ребята решили немножечко хайпануть. Хайпанем немножечко. Так, ну может нам тоже кого-нибудь в студию привезти? Только нам уж надо кого-нибудь посерьезней. Например, корову или лошадь. Чтобы уж не немножечко, а прям конкретно хайпануть. А сейчас о человеке, который постоянно на хайпе. Рубрика «В сети с президентом». В ленте Рустама Минниханова есть парочка интересных кадров. Конечно же, много фотографий с его другом и коллегой Рамзаном Кадыровым. Они вместе выступили на пленарном заседании группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Причем на фото видно, что у Рамзана Кадырова на телефоне открыт что? Правильно, Инстаграм. Да, друзья, вот она, участь блогера. Постоянно нужно быть в сети. В одно утро вместо площади Свободы в ленте президента оказались вот эти милые цесарочки. И напоследок топ запросов татарстанцев в Яндексе. На первом месте Рубин ЦСКА. Проиграли со счетом 0-2. Вторую строчку занимает День семьи, который прошел 15 мая. Кстати, в этот день на нашем канале стартовал большой проект в объективе ТНВ «Большая семья», где мы рассказываем о многодетных семьях Татарстана. Присоединяйтесь! И последующие несколько позиций занимает чемпионат мира по хоккею. Наша сборная прям рвет в этом году. Уверенно идем вперед. На этом сегодня все. Комментируйте, присылайте свои новости, и они обязательно попадут в эфир. И установка вам на выходные, друзья. Гулять, гулять и еще раз гулять. Погодка же прям шепчет. Ладно, я уже пошел. Увидимся на набережной. Пока! И на этом у меня все. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я напоминаю, что все репортажи этого выпуска будут на сайте телекомпании, а также на канале YouTube. Я не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Что делает любую тусу круче, а? Самый бодрый, самый уматный, прокачан тем, что реально шоколадный. Просто он легче, вкуснее и слаще. Просто он мощный и настоящий. Умка прокачана шоколадом. Внимание! Срочная ликвидация склада новых Nissan. Скидка 180 тысяч, не предел. Подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. 21 мая вся Россия приезжает. Юбилейный караван! В Татарстане будет он! Будут песни и обряды, всех в Никольском видеть рады! Пятерочки, уникальная акция, надо брать! Большую или маленькую? Большую. Одну или две? 3. А это брать? Брать! Сельдерей, стебель, 1 штука, по 49,90. Пятерочка, надо брать! Магистральные нефтепроводы – это объекты повышенной опасности. Повреждение их угрожает безопасности людей, может привести к пожарам, экологическим бедствиям. Чтобы никто не повредил нефтепровод, устанавливают охранные зоны по 25 метров в обе стороны от трубы. Есть зоны минимально допустимых расстояний. Для большинства трубопроводов это 125 метров. Ближе ничего строить нельзя. Вдоль трасс нефтепроводов, даже если они пересекают частные земли, стоят предупредительные знаки. На них характеристики трубопровода, размер охранной зоны. По действующим правилам охраны магистральных нефтепроводов, в охранной зоне нефтепроводов запрещено строить дома, дачи, разводить огни, устраивать автостоянки, высаживать деревья, размещать огороды, проводить земляные работы. Это опасно. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане.
клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Покупай в Акосе Kia, поезжай на отдых в Рио. Купи новый автомобиль Kia и получи шанс выиграть поездку в Рио и другие замечательные призы. Акос. Корстон и Припати Холл представляют 20 мая. Артик и Асти. В эту ночь тебе все можно. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. Здравствуйте! Поговорим о погоде после полезной информации. Вы собрались заказать шкаф-купе и не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работают быстро и качественно. Сделайте заказ сейчас и получите бонус «Комод в подарок». Доставка и установка бесплатны. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ночью без осадков плюс 12. А вот днем пройдут дожди, но будет тепло около 23 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ночью также осадки не ожидаются, 12 градусов выше нуля. Днем местами с дождем 23 градуса. На севере Татарстана переменная облачность, днем пройдут осадки. Ночью 12 градусов, днем будет тепло 24 градуса со знаком плюс. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси облачная погода с прояснениями, пройдут дожди. Ночные температуры плюс 12, днем всего 18 градусов тепла. Дожди пройдут и на юго-западе Татарстана. Ночью 12 градусов выше нуля, днем столбики термометров покажут 22 градуса со знаком плюс. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше ночью ясно, плюс 12. Днем пройдут осадки и 23 градуса. В последующие дни температура немного понизится, увы, не обойдется без осадков. Предстоящей ночью в Казани без осадков и тепло, плюс 12-14. Днем местами пройдут дожди, 17-19 градусов выше нуля. Ветер юго-западный порывистый, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное и завтра составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Ожидается магнитная буря. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.